Позади меня 4-я городская больница города Сочи, где сейчас в реанимации лежит Константин Белозеров. 13 марта гражданина Российской Федерации Константина Белозерова подстрелили в одном из кафе города Гагры. Долгое время, мы не могли обнаружить его местонахождение. Нам все-таки сделать это удалось. Константин Белозеров был доставлен в 4-ю городскую больницу города Сочи вчера. Ему была проведена операция. Состояние его врачи оценивают как очень тяжелое. Если говорить простыми словами, то сейчас речь идет о том, выживет ли он вообще. Потому что у него крайне большая кровопотеря и очень серьезные повреждения. Врачи Сочинской городской больницы после операции не дают никаких прогнозов. Они говорят, что сейчас нужно только молиться о том, чтобы он выжил. И далее, если все получится, то будет долгая, длительная реабилитация. За все это время, с 13 марта, то есть за несколько дней, ни Минздрав Абхазии, ни МВД Абхазии не сделали ни одного заявления по факту случившегося. И более того, Константина Белозерова в 4-ю больницу города Сочи доставили, указав в документах о том, что он напоролся на металлический штырь. Но российские врачи даже при первом беглом осмотре сразу установили, что это было огнестрельное ранение. И тем более такие тяжелые повреждения просто получить от металлического штыря молодой человек не смог бы. У него, как я говорила ранее, диагностирована большая кровопотеря. И все это случилось именно в тот момент, предполагают российские доктора, когда его с одной больницы города Гагры перевозили в Сухум, перевозили из отделения в отделение, пытаясь спрятать следы произошедшего. Ведь по имеющейся у нас информации в произошедшем с Константином Белозеровым в Гагре, с этой стрельбой связан непосредственно глава администрации Гагрского района Юрий Хагуш и его ближайшее окружение.